В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Рост заболеваемости в Якутии вплотную приблизился к 100 случаям за сутки. К открытию готовится круглогодичный комфортный проезд между Горным и Кобяйским районами. А уже сегодня торжественно открыли новое пожарное депо в поселке Усть-Мая. «94 случая коронавируса выявили в Якутии за прошедшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя оперативного штаба региона и вице-премьер Якутии Ольга Балабкина. Из 94 случаев в Якутске 55, в Мегино-Кангаласском районе 8, в Алданском и Мирнинском по 5, в Верхневилюйском, Нюрбинском, Чурапчинском по 4. Также по 3 случая зарегистрировано в Верхоянском и Хангаласском районах, 2 случая в Аймиконском, 1 в Алекминском. За выходные в Якутии проведено свыше 600 исследований компьютерной томографии, среди них 349 в Якутске. Ольга Балабкина также отметила, для того, чтобы не допускать очереди на томографы, принят ряд организационных мер. Меры прежде всего направлены на увеличение работы по 2 компьютерным томографам, увеличение работы по времени, по добавлению дополнительных врачей и проведению разъяснительной работы среди населения, на которые еще раз обращаю ваше внимание. Компьютерная томография является медицинской процедурой, и она возможна лишь только при назначении врача. В Якутии развернуто дополнительно более 100 койко-мест из-за роста числа заражений коронавирусом. Также в регионе увеличили число операторов и волонтеров из-за многочисленных обращений местных жителей в диспетчерскую службу городских поликлиник. В пресс-службе главы региона сообщили, что сегодня в течение дня в городских стационарах Якутска для резерва планируется дополнительное открытие 120 койко-мест. Напомним, прирост за последние сутки составил 94 человека, более 50% из которых приходятся на столицу региона. 33 протокола о нарушении масочного режима за неделю составила административная комиссия Якутска. Всего с начала ограничений по коронавирусу их зафиксировано более 200. За неделю составлено 67 протоколов, лидирует нарушение правил уборки территорий. По факту обнаружения туши белого медведя в Нижнеколымском районе сотрудники полиции начали проверку. Напомню, застреленное животное обнаружили на берегу реки Колымы. Рапорт поступил от Нижнеколымской инспекции Минэкологии. Особи было 2 года. Также по сообщению ведомства 2 днями ранее животное видели живым примерно в 30 километрах ниже села Походск. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Сейчас на месте происшествия совместно с уполномоченными органами работает следственно-оперативная группа. По факту обнаружения туши белого медведя на территории Нижнеколымского района сотрудниками полиции начата проверка. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа совместно с уполномоченными органами. К другим темам. Алроса приступила к изучению новой кимберлитовой трубки в Мирнинском районе. Ее тело обнаружено под озером Мутное в 12 километрах от поселка Айхал. Сообщается, что для наиболее точной оценки его размеров специалисты используют методику электротомографии. Это технология электроразведки с высокой разрешающей способностью, которая позволяет использовать алгоритмы двумерного и трехмерного моделирования. Благодаря ей сокращаются объемы трудоемкого и затратного разведочного бурения при выполнении геологических изысканий, и, соответственно, сроки и бюджет поисковых работ тоже снижаются. По прогнозам Алроса, предварительная оценка ресурсов будет подготовлена в течение лета 2021 года. Соединить Горный и Кобяйский районы. Уже совсем скоро между ними откроется круглогодичный комфортный проезд. Завершаются работы по строительству автомобильной дороги Кобяй. Напомню, эта автомагистраль обеспечивает транспортную доступность к федеральной дороге Вилюй и является одним из приоритетных направлений для Якутии. С какими трудностями столкнулись дорожники, расскажем в следующем сюжете. Самым сложным в строительстве дороги оказалось возведение моста через речку Тюгюяне. Почти 107 метров. Покрытие полностью из бетона. С 2 сторон подходы по 450 метров. Завершить работы оказалось возможным только благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот мост строится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Переходящий объект 19-20 год. Финансирование федеральное.
мост и строительство автомобильной дороги самой Кабайде. Это получается 16 километров в этом году, в 2020 году сдача. Еще одна трудность, с которой столкнулись приезжие подрядчики, это вечная мерзлота и специфические северные грунты. Здесь специфичные грунты, то есть суглинки, суписи. Вот, такие грунты, которые во влажном состоянии, они начинают течь. Вот, ну, то есть как бы растекаться. Старались, чтобы все работы производились в зимнее время, то есть как согласно проектным требованиям. Подрядчики дают гарантию на 8 лет и уверяют, дорога простоит еще дольше. Я 100% скажу, что стоять он будет. И следили за качеством здесь, на данном участке. И как бы все работы были строго выполнены качественно. Остались сущие мелочи – барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки. И уже в конце этого месяца, немного опережая график, дорожники планируют полностью сдать стратегически значимый для республики объект. Алексей Соколов, Анна Васильева, Семен Семенов, Кабайский улус. Якутия намерена развивать рынок газомоторного топлива. Сегодня в алмазной столице республики состоялся торжественный финиш автоколонн участников Всероссийского автопробега из Питера в Мирный, проехавших от Санкт-Петербурга до якутского города. Участников и организаторов мероприятия в режиме видеоконференц-связи поприветствовал глава Якутии Айсан Николаев. Он отметил, что это мужественные и счастливые люди, которые проехали всю страну с запада на восток. Они проверили себя и свои автомобили на прочность и еще раз доказали безграничность возможности человека в достижении высокой цели. Очередной курс по пчеловодству стартовал в Амгинском районе. Обучение проходит на базе районного центра подготовки кадров Якутского сельскохозяйственного техникума. Среди курсантов индивидуальные предприниматели, главы крестьянских хозяйств. Интерес проявляют и школьники. По окончанию курсов они получат специальность пчеловод 3-го разряда. Обучение проводит биолог-эколог, пчеловод Марат Залялов. Он вместе с курсантами выезжает на местные пасеки. Пчеловодством в районе заняты 14 человек в семинаслегах. Они уже готовятся к следующему сезону. И в течение 2 месяцев я буду в очно-дистанционной форме эти занятия проводить. И в конце занятий им выдадут свидетельство о прохождении курса государственного образца. Здесь местные пчеловоды где-то занимаются. В основном кто-то 1-й год, кто-то 2-3 года занимается. И в основном, конечно, все начинающие только делают свои первые опыты с пчелами. И несмотря на это, они уже в этом году и в прошлом году уже получили свои первые результаты в виде меда. И, в принципе, все довольны и с большой надеждой смотрят в свое будущее. Сегодня, в первый понедельник октября, отмечается Международный день врача. Медработники работают на износ. Высокая заболеваемость коронавирусом перекликается с сезонным распространением ОРВИ и гриппа, создавая риск подхватить оба недуга. При этом обычные вызовы также не снизились, из-за чего столичные бригады обрабатывают сотни вызовов ежедневно. С чем это связано? Наверное, с тем, что все-таки вирус меняется, осень, сезонность, добавляются свои ОРВИ, видимо, из-за этого. Ну и все-таки длительная пандемия, она, в конце концов, должна осложняться. Поликлиники активно работают, но общими усилиями ситуация сейчас под контролем. 100% убеждений могу вам сказать, что все экстренные вызовы у нас обслуживаются своевременно. Покровский колледж будет готовить разработчиков компьютерных игр, мультимедийных приложений, специалистов по веб-дизайну и кибербезопасности. Сегодня состоялось торжественное открытие новых 5 мастерских. В нем приняли участие представители регионального правительства и районной администрации. Улучшение технической базы прошло благодаря гранту федерального проекта «Молодые профессионалы». Общая стоимость создания 5 кабинетов составляет более 32 миллионов рублей. 10% из этой суммы выделено из республиканского бюджета. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Это позволит студентам на практике изучать IT-технологии, помимо чего в учебном заведении будут проводиться демонстрационные экзамены. Также курсы повышения квалификации для населения, мастер-классы и хакатоны. Мы наблюдаем, что каждым годом растет количество лиц, которые желают поступать именно в систему профобразования республики. Это говорит о том, что успешно реализовывается политика по поддержке среднего профобразования, по обновлению материально-технической базы и по пересмотру в целом программы обучения.
Долгожданное событие для жителей поселка Усть-Мая. В райцентре открыли новое пожарное депо. О ходе строительства и в самом объекте Юрий Таюрский. В 4 поселениях Усть-Майского района в Солнечном, Альдикане, Кюбцах и Усть-Мае располагаются пожарные части, стоящие на страже безопасности населения. Все они занимают нетиповые приспособленные помещения. К примеру, в районном центре поселка Усть-Мая старое здание пожарной службы в 2008 году признано аварийным. Конечно, оно не типовое, не приспособленное здание, не соответствует тех регламенту, которые должен быть пожарного депо. Ну, надеюсь, что в новом здании все будет соответствовать нормам. Но ждать пришлось целых 12 лет. Это еще в 2013 году был построен нулевой цикл будущего пожарного депо, но отсутствие финансирования затормозило дальнейшее строительство. И только с сентября 2019 года при поддержке главы республики Айсена Николаева и правительства подрядная организация ООО «Стройкомплект» из города Якутска приступила к строительству нового пожарного депо. Это пожарное депо. Мы ждали очень довольно-таки долгий промежуток времени. Благодаря личным усилиям Липчикова Дмитрия Николаевича и других участников это строительство удалось сдвинуть с мертвой точки. И мы сегодня имеем современное пожарное депо. День открытия нового пожарного депо совпало с празднованием Дня гражданской обороны. Из-за режима повышенной готовности в Республике Саха-Якутия и Усть-Майском районе открытие прошло в режиме онлайн, в котором приняли участие руководители Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Новое здание соответствует всем современным требованиям и включает в себе пожарное депо на 4 автохода, диспетчерскую, учебный класс, помещение для обслуживания техники, а также уютные комнаты для отдыха и приема пищи. Хотелось бы, конечно, поблагодарить наше правительство, которое, несмотря на сложную ситуацию, нашли средства все-таки к завершению. Помогали все, администрация района помогала. Все, пошли на помощь. Единственное, чтобы личный состав это все понял и плодотворно работал круглые сутки на благо населения. А личный состав готов нести службу по обеспечению противопожарной безопасности, сохранению жизни людей и их имущества на территории районного центра поселка Усть-Мая и наследия Петропавловск. Тем более, что все условия для них для этого есть. Юрий Таюрский, поселок Усть-Мая. И к этой минуте пока вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за новостями. До встречи в эфире.